Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсылочку на такую тему. Кто мечтает о вас 24/7? Кто этот человек и в чем его мечты? Да, о чем он мечтает? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, стрела летит. Видите, какая стрела? Так, мои хорошие, между вами сейчас как будто бы тишина, как будто бы какой-то даже холод, ветер завывает. Либо вы поссорились и не общаетесь, либо эти отношения остались в прошлом. Вы не вместе. И мне кажется, что уже какой-то значительный период времени вы не вместе. Мужчина, который мечтает о вас, он очень сильно изменился. Особенно за последние 2-3 месяца. У него прям радикальные перемены в жизни. И радикальные, какие-то безумные перемены в нем произошли. Как трансформация какая-то резкая, неожиданная. Вот как сломался и заново собрался, мне идет. У этого мужчины произошел какой-то случай, как несчастный случай. Момент, когда вся жизнь как будто бы перед глазами пролетела. Перед глазами, да. И он, можно сказать, был на волоске от смерти. То есть вот критический момент, он уже прощался с жизнью, все перед глазами пролетело. И вот из того, что он увидел у себя перед глазами, прям ваш образ иконой стоял. И он такой: точно, точно. Вот что я могу в своей жизни вспомнить, за что я могу судьбу поблагодарить, это вы. Это вы. То есть он не всегда о вас мечтал. Он мечтает о вас последние 2-3 месяца. И мечтает 24/7. Он с вашим именем просыпается и с вашим именем засыпает. В течение дня он постоянно о вас думает, он мечтает о вас. Он какие-то диалоги внутренние как будто бы с вами ведет. А может быть, у него и фотография есть ваша, да, он с вашей фотографией общается. Вот как какой-то судный час, да, судный момент был в его жизни, как несчастный случай мне идет вообще. Авария, либо мало ли там что могло произойти, да, не будем вас расстраивать. Может, вы и знаете, да, что с ним что-то произошло, может, не знаете. В общем, что-то произошло, когда вся жизнь перед глазами пролетела. И он буквально прощался с жизнью, но увидел ваш образ как икону. А может, увидел икону, на иконе изображен ваш образ. Вот прям так голова закружилась. И это был тот самый вот момент, стимул для того, чтобы дальше жить. Он считает, что вы его с того света вытащили. Вот ваш образ, то, что вы ему явились, то, что он увидел вас. Вот как будто бы с того света вытащила. Мужчина сейчас в каких-то заботах, тревогах. То ли он где-то по работе, то ли он на службе. Вот каждый день это как ходить по краю. Каждый день он как будто бы рискует. Каждый день, ну вот, да, может быть, это и служба. Потому что какой-то риск, какой-то страх. Ну, может, у него работа, да, криминальная, и это риск, что тебя поймают. Но хотя, наверное, ну, может быть, может. Я не буду говорить, что нет, потому что вы все разные, цыпка общая. Мне идет, он каждый день рискует. И каждый день может быть крайним днем, последним, понимаете, да? И вот эти мысли о вас, мечты о вас, они буквально его вытаскивают, да, спасают, вытаскивают. Там, скорее всего, рядом с ним другие люди то ли какой-то допинг принимают, то ли там вообще как эти мумии ходят, да, совсем на свете попрощались. А он как бы держится, и держится молодцом, потому что вы, вот риск идет, риск каждый день. И он там то ли не по своей воле, то ли по своей, но тогда ради денег. Да, он делает эту работу, потому что его заставили, и он не может из этого выбраться. Либо
Ему деньги важны, нужны, и он сознательно мог подписаться на эту работу, ну, чтобы заработать денег. Может, он у вас этим альпинистом промышленным работает, да, вот эти, которые ремонты делают, да, на высоте, либо там окна в стеклянных зданиях моют. Может быть, у кого-то 100%, да. Но он далеко от вас находится, реально далеко. И еще, знаете, так показано, что в прошлом он как-то очень несерьезно к вам относился и очень много себе такого, знаете, нехорошего позволял. Очень много обидных вещей от него в вашу сторону прилетело. Слов, действий, поступков. Как-то вот, знаете, все думал, что а я вот пуп земли, да у меня еще там 1000 женщин будет, да зачем мне эта вся любовь, да я такой, да я сякой, вот как себя, знаете, копытом грудь бил. Но когда прижала, когда вот критический момент настал, вы единственная, кто всплыл в его сознании и в памяти. А все остальное как каруселью ушло. Он даже лиц не смог разглядеть. Знаете, как вот размытая картинка, да, вот размытая картинка, там лицо мамы, лицо там папы, бабушки, кого-то там еще, и ваше лицо, а все остальное как размытая картинка. И вот тогда до него и дошло, кто вы в его жизни и кем вы могли стать в его судьбе. И он как будто бы себе вот слово дал, да, что он вернет вас в свою жизнь. Вот по-любому, говорит, я ее верну. Верну. Но видите, в таких ситуациях, как он оказался, там очень сложно прогнозировать, либо строить какие-то планы. Ну, буквально вот каждый день может быть крайним днем. Не знаю, почему-то у него такое отношение к тому месту, где он находится. Ходит он, ну, каждый раз вот как вздрагивает от чего-то, не могу понять. Что-то вот неспокойно ему, тяжело ему. И еще, мои хорошие, у него какие-то сейчас проблемы со здоровьем. Причем проблемы такие, ну, основательные. Может, он какую-то травму получил, может, там в критический момент он, ну, какое-то увечье, может быть, получил, ранение, может быть, получил. Ну, что-то есть. Вот ему еще здоровье нужно вернуть, поправить. Потому что сейчас он такой вот, ну, не инвалидность, конечно, но увечье какое-то есть. Что-то есть, и он этого как стесняется. Да, он говорит, ну вот я сейчас приду хромой, да, а зачем ей хромой мужчина? Она красавица, она умница, ей нужен подстать мужчина. Вот еще и это. Ну и деньги. Вот почему-то деньги для него это прям, ну, ключевой момент. Нужны деньги, надо деньги. Может, знают что-то про вас, может, знают, что у вас какие-то финансовые проблемы. Либо вы ссорились из-за того, что денег не было в прошлом. И вот ему важно показать, что у него есть деньги. Вот принести вам деньги, быть обеспеченным мужчиной. Ну, понимаете, да? Для него это не понты, а именно какая-то вот соль жизни. О чем он мечтает? Вы удивитесь, но он мечтает о свадьбе. Это свадьба. Показана свадьба, причем свадьба какая-то вот прям традиционная, с кучей гостей, с огромным тортом, с вот этим танцем для молодоженов. Об этом мечтает. Свадьбу хочет. Постоянно представляет, что он вас, ну, вот замуж берет, да, что вы расписываетесь, что вы там вместе танцуете, что гости кричат горько, что много-много людей, и вы рядом, вы улыбаетесь, в каком-то особенном платье вас представляет. Может, вы ему когда-то показывали какое-то платье, которое хотите обрести, а может быть, он где-то какое-то платье увидел, и оно ему понравилось, да, и он теперь представляет. Также он мечтает о доме. Здесь вот именно конкретно выходит дом, не квартира, именно дом. И дом такой, знаете, вот, ну, капитальный, да, там, чтобы и пространство было, и уютно, и тепло, и еще вот как не сад, может быть, а может и сад. Вот участок земли, да, на котором, ну, и деревья, и вот что-то можно выращивать. Об этом думает. Дом, хочет дом. Именно дом, чтобы быть там хозяином, и чтобы вы были там хозяйкой. Об этом мечтает.
Кстати, у кого-то мужчина очень хочет ребенка от вас. Прям вот ребенка и все, хоть ты плачь. Очень хочу ребенка. И знаете, хочет, чтобы ребенок был похож на вас. Да, вот, например, девочка, которая будет абсолютно похожа на вас. Какие-то такие мысли. Что же ни одного ребенка он себе мечтает с вами завести. Но вот почему-то девочку показали, которая будет похожа на вас. Мечты очень теплые, очень положительные, такие светлые мечты. Ну, видно, так оно и есть, да, чтобы понять, где золото, нужно в говне искупаться, да, через ад пройти. Вот он бы сейчас вот правую руку отдал, лишь бы в то прошлое вернуться, где у вас все начиналось, либо все было, для того, чтобы все исправить, чтобы до этого момента не дойти. Но поскольку машины времени не существует, а это невозможно, ну, такая ситуация, да, он может только лишь мечтать и надеяться. Мысленно он каждый раз к вам обращается и просто умоляет вас, умоляет, чтобы вы его дождались, чтобы вы никого другого не выбрали, чтобы вы с другим мужчиной не закрутили замуж, не дай бог, не вышли за другого мужчину. А если вы в браке, то он будет за вас драться. Он будет драться, он будет, как сказать, на дуэль позовет вашего мужа. Ну, может, и не позовет, но вот как-то он будет за вас драться, он будет бороться, он не отступит. Не отступит. У него какой-то срок есть. Срок либо до отпуска, либо срок до окончания, там, не знаю, контракта, например. Вот, он там дни считает, вычеркивает, считает. Время очень медленно для него идет. Очень медленно. И еще почему-то показывают, что какие-то проблемы с едой. Как-то он плохо, скудно питается. Не знаю, то ли у него аппетита нету, то ли там особо не попитаешься, да, особо выбора нет в еде. Но вот еще эта проблема. Он мечтает с вами в какой-то вот ресторан. Может, вы ходили вместе куда-то, а может, он вам все время обещал, да так и не отвел. Вот в какой-то ресторан, говорит, все закажу. Вот самые вот вкусняшки закажу, и будем есть до отвала. Вот почему-то так он еще думает, да, о какой-то еде. Но еда, вот опять же, рядом вы сидите в его мечтах. Да, за столом вы, он, еда вкусно. Такие вот мечты. Еще, мои хорошие, по поводу этого мужчины могу сказать, что рядом с вами есть какой-то шпион, либо шпионка. Кого-то он к вам подослал, да? Либо кого-то завербовал, и этот человек, пусть не все время, но вот какие-то вот эпизодические моменты, когда есть связь, либо возможность поговорить, ну, может там смс-ку получить, вот он про вас какие-то основные моменты рассказывает, вот что там у вас, как вы, с кем вы, как живете, да, вот какие-то такие вещи, как обрывки он получает. То есть там не полноценная информация о вас, а как обрывки мне идет. Типа жива, здорова, там то-то, то-то, да, вот какие-то такие вещи. Ну, кто-то есть. Может быть, этот человек не сильно вхож в ваш круг, не является приближенным к вам, но человек, какую-то информацию о вас выуживает и передает этому мужчине. Да, передает. Но вы точно знаете этого мужчину. Вот у кого-то были отношения, а у кого-то даже, возможно, вот все шло к отношениям, но в последний момент вот из-за мужчины вы передумали. Потому что мужчина как-то вильнул хвостом, но такой вот он был рассеянный и очень самонадеянный, да. Не гонялся он за любовью, он гонялся за развлечениями, приключениями, удовольствиями. А вы девушка серьезная были. Вам хотелось именно стабильных, постоянных, прочных, теплых, добрых отношений. А он вам их как раз-таки и не давал. Может, обещал, но не давал. А у кого-то отыграется, что вот вы как-то поговорили, и вы ему такая, хочу там семью, детей, любить, замуж выйти. А он такой, фу, как скучно, как неприятно, мы с тобой разные, да, вот у кого-то такой разговор был. Было. Он обо всем сейчас жалеет. Вот если бы мог все вернуть, он бы, не задумываясь, вернул бы и цену бы заплатил. Но это невозможно. Просто невозможно и все.
Так, мои хорошие, еще тут одного мужчину показывают, но этот мужчина прям совсем не свободный. Мужчина женат со всеми вытекающими, и с этим женатым мужчиной вы достаточно часто соприкасаетесь, либо видитесь, либо общаетесь. Может быть, по соседству этот мужчина, может быть, на работе мужчина, может быть, в какой-то организации, куда вы ходите, этот мужчина. Там мужчина, конечно, безнадежно женат, но, опять же, мечтать-то не запретишь, да. И вот этот женатый мужчина, у него такие эротические фантазии по поводу вас. Ой, там фильмы для взрослых отдыхают. Вы этому мужчине самое желанное. То есть ему в вас нравится все. И рост, и вес, и формы. Вот прям все. Вы для него вот как, ну, не знаю, персик какой-то, сочный и манкий. Ему сложно в вашем присутствии, но с другой стороны, он всегда старается вас вот прям глазами запечатлеть, да, чтобы потом представлять по ночам. И мне даже кажется, что когда у него там с женой какой-то интим происходит, он представляет, что это вы, что это не жена, а вы. Почему его показали? Ну, наверное, потому что вы замечали, как этот мужчина на вас смотрит, но вы почему-то не подумали, что он вас желает. Вы, возможно, подумали, что он как-то вас рассматривает, что-то ему там не нравится. А на самом деле ровно наоборот. Этот мужчина, он буквально вас поедает глазами. У кого-то еще отыграется, что этот мужчина, возможно, даже младше вас возрастом, и, возможно, его жена там какая-то молодая красавица, ну, а вы девушка чуть постарше, да, и вам и в голову не могло прийти, что этот молодой мужчина с молодой женой мечтает о вас, и вот такие у него фантазии, да, эротического характера. Ну, я не вижу, чтобы этот мужчина к вам как-то мог приблизиться, либо подойти. Ну, во-первых, скандал может быть большой. Во-вторых, мужчина вас, если честно, побаивается, он знает про ваш характер. Возможно, он видел, как вы с кем-то разбирались, либо вы там что-то доказывали, отстаивали. Побаивается. И опять же, что он вам будет предлагать? Ну вот что, как разговор у вас завяжется? Знаете, я, конечно, женат, но я вас так хочу, да. Может, попробуем, да, не соизволите пройти в кровать. Ну, тоже как-то странно. Единственное, что вот если так случится, что мужчина будет на веселе, ну, перебрал, например, может, ну, признаться вам, либо может какие-то комплименты начать делать неприличного характера. Может, но я не думаю, что это произойдет. Но вот он на вас как-то смотрит, и вы думаете, что он смотрит либо с неприязнью, либо осуждающе. А на самом деле он смотрит со страстью на вас. Вот. Вспоминайте, вы вот недавно виделись, и он на вас смотрел, и вы думаете, фу, какой хам, нахал смотрит на меня, что не нравится. Да, не нравится, не смотри. На самом деле он вас запоминал, чтобы потом о вас мечтать. Да. Ну, что есть, то есть, девочки. То я вам и рассказала. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.